Добрый вечер, уважаемые телезрители каналов Якутия-24, НВК Саха и Мамонт и радиослушатели Радио Татим. В прямом эфире вы смотрите и слушаете совместные агитационные мероприятия к выборам главы Республики Саха-Якутия. Единый день голосования 9 сентября. Меня зовут Влад Давыдов. Позвольте представить участников сегодняшнего эфира. Это доверенное лицо кандидата на должность главы Республики Саха-Якутия, выдвинутого партией КПРФ Александр Герасимов. Здравствуйте. И доверенное лицо кандидата на должность главы Республики Саха-Якутия, выдвинутого партией «Единая Россия» Айсена Сергеевича Николаева, Любовь Клюкина. Добрый вечер. Уважаемые участники, я вас приветствую и обозначаю тему нашего сегодняшнего разговора. Звучит она следующим образом: образование и молодежь, пути развития и меры поддержки. Для начала, что вы об этой теме думаете, насколько это важно, насколько это нужно и актуально? Александр, вы начинаете. Александр Григорьевич Герасимов, КПРФ. 1 минута на вступительную речь. Пожалуйста. Дорогие товарищи, как известно, будущее любой страны – это ее молодежь. А именно представители поколения до 30 и до 35 лет. Кто учится в школе, колледже, институте, служит в вооруженных силах, начинает трудовую и семейную жизнь. И как же живется этому поколению в России и в Якутии в частности? Уверены ли наши миллионы в России и жители нашей республики в завтрашнем дне? Ответ очевиден. Если мы будем говорить об образовании, когда наше образование является иногда недоступным для некоторого количества нашего населения, стоит вспомнить то, что в частности в нашем и в других учебных заведениях высокая плата за обучение. Но об этом я, так сказать, продолжу. Спасибо. Любовь Николаевна Клюкина, теперь ваше мнение по этой теме образования и молодежь. Ваша минута на вступительную речь. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, Айсен Сергеевич Николаев в своей программе говорит, что наш долг — сохранить и приумножить человеческий капитал в республике. Безусловно, это можно сделать, только понимая преемственность системы образования и молодежной политики и выработав принципиально новое качество образования в республике. Что касается молодежной политики, то у нас практически у единственного региона есть закон о молодежной политике. Это говорит о многом. У нас многие моменты уже регламентированы. У нас есть отдельный орган по работе с молодежью. Что говорить об образовании, то наши ребята учатся в лучших вузах страны. Наши ребята сейчас работают на территории всего мира. Они сейчас совершают невероятные открытия. Поэтому здесь, безусловно, наработанный уже хороший опыт, но нужно дальнейшее развитие. Спасибо. Что ж, начнем разговор подробнее по темам. Для начала образование. Что вы о системе образования в Якутии думаете, в каком она, по-вашему, состоянии и что следует улучшить? Александр Герасимов, КПРФ, пожалуйста. В своем обращении я буду руководствоваться молодежной программой Коммунистической партии Российской Федерации, а именно ее основными постулатами. Мы ратуем за то, чтобы увеличили расходы из федерального бюджета на образование до 10% от ВВП и отказаться от системы единого государственного экзамена как единственная форма аттестации выпускников школ. Отказаться также от модульной системы образования, при которой в старших классах школы допускается возможность не изучать такие фундаментальные предметы, как физика, химия и биология. Отказаться от некоторых элементов, заимствованных от западной системы, но отказываться не полностью от ее самых негативных проявлений. Законодательно закрепить запрет на сокращение бюджетных, так сказать, мест в высших учебных заведениях и среднеспециальных учебных заведениях. А также гарантировать, так сказать, беспроцентные кредиты для молодежи на получение высшего и среднего образования. А также восстановить государственную систему отечественной профессионально-технического образования, которая будет соответствовать требованиям современной эпохи. А также вместо сокращения высших учебных заведений и иных учебных заведений надо добиваться, то есть повышения их качества, не только на, так сказать,
верхнем уровне, но и касаться, допустим, уже тех же самых кадров профессорско-преподавательского состава, и также повышать, так сказать, активность самих студентов. Грубо говоря, то есть это мы говорим об общественной жизни, научной жизни. В частности, я хочу еще отметить развитие студенческой науки, но об этом я скажу позже. Спасибо. Любовь Клюкина, пожалуйста, партия «Единая Россия», доверенное лицо Айсена Николаева. Что вы думаете о системе образования в Якутии? В каком состоянии отрасли? Что надо развивать, улучшать? Пожалуйста, 2 минуты. Ну, безусловно, система образования не должна быть современной. Она должна быть передовой. Идти на шаг впереди для того, чтобы молодые люди, получая образование, понимали, что дальше у них есть развитие, дальше есть возможности повышать свой уровень, повышать свои компетенции. Система образования должна быть, раз, качественной, 2, доступной, 3, дуальной, то есть практикоориентированной. Что касается доступности, то сейчас это возможно достигнуть только путем максимальной цифровизации республики. Для того, чтобы у каждого ребенка в каждой школе была возможность прочитать через интернет книги со всех библиотек мира. Это возможно, и сейчас мы к этому поступательно идем. Что касается качества, то качество — это, конечно, спорный вопрос, об этом говорят многие. Кто-то говорит, что у нас не вполне положительная подготовка наших ребят, да? Но, например, есть пример Айсена Татаринова, одного из разработчиков Нобелевского достижения бозон Хиггс. Он учился в 26-й школе. Он получил качественное школьное образование и дальше продолжил образовываться. Здесь его научили учиться. Ну и что касается дуальности, это практика ориентированности. У нас в республике работает очень много предприятий, корпораций сейчас. И мы должны для них, для того, чтобы ребята работали в них, готовить молодое поколение. Таким образом, сейчас, например, в первой школе в городе Ленске уже 3 года как идет набор в класс Роснефти. И потом ребята обучаются в высшем учреждении и идут работать в Роснефть. В Мирном в прошлом году открылся такой же класс. И сейчас мы должны сделать так, чтобы была возможность у любого ребенка из любого района республики обучаться в таких дуальных классах. Благодарю вас. Давайте теперь коснемся второй части нашей темы. Это молодежь. Должны ли мы и как помочь студентам и молодежи республики в начале их карьеры для их же конкурентоспособности? 2 минуты на ответ. Доверенное лицо кандидата Виктора Губарева, Александр Герасимов. Время пошло. Во-первых, общими словами говоря, повышать качество самого образования. Но если мы говорим, то есть в частности, мы можем говорить о том, что необходимо обеспечение, то есть гарантий получения работы по специальности через восстановление, может быть, плановой системы, как это было в истории нашей страны совсем недавно, а также набора студентов в вузы и их распределения на работу в соответствии с полученной специальностью, а также определить квотирование рабочих мест для молодых специалистов и установление налоговых льгот организациям, активно использующим труд молодых специалистов. Но в этой же связи хочу отметить то, что, насколько я знаю, недавно был принят законопроект или поправка к законопроекту, который сокращает, то есть обязательный трудовой стаж с 5 до 3 лет. И он касается в основном, так сказать, определенных предприятий, то есть не всех, а определенных. То есть мы говорим о чем? То есть необходимо, скорее всего, отказаться от этой системы, потому что если мы будем дальше продолжать использовать эту систему, большинство, вот если мы вспомним, у нас в стране среди молодых людей безработица составляет около 30%. Это по данным на 2018 год, на 2017 годы. А также мы говорим о том, что необходимо обеспечить жильем, высокой заработной платой и государственными грантами, которые сейчас, так сказать, тоже идут. А также активно содействовать научно-исследовательской работе. Это мы уже говорим о студенческой науке, которая у нас продвигается и в нашем университете, и в других университетах. А также обеспечить социальными гарантиями тех студентов, которые направляются на работу в сельскую местность. Почему? Потому что если мы посмотрим правде в глаза, у нас есть определенные проблемы. Вот говоря о селе, вот отсутствуют, допустим, те же самые жилищно-бытовые условия у некоторых студентов. Спасибо.
Доверенное лицо Айсена Николаева, Любовь Клюкина, поддержка молодежи и студентов в начале карьеры. Как должна быть выстроена эта работа? 2 минуты на ответ. Спасибо. Мой оппонент сказал о том, что нет плановой работы по подготовке кадров. С этим я не вполне согласна, потому что уже 25 лет есть система расстановки подготовки кадров в республике. Наши ребята обучаются в вузах, СУЗах Российской Федерации и возвращаются работать сюда, в республику. В том числе и можно это сказать и обо мне. Я тоже училась по линии этой программы. Что же касается квотирования рабочих мест, то в прошлом году был принят республиканский закон квотирования рабочих мест для молодых людей, которые трудоустраиваются в муниципальные, в государственные учреждения. И сейчас вырабатывается механизм по внедрению этого закона, что, безусловно, будет продолжено. Важно заметить, что молодежь – это все же не категория социально незащищенная. Это, наоборот, категория максимально наполненная жизнью, с максимальной энергией. Поэтому нужно лишь помочь. То есть дать возможности обучения за пределами республики, если это необходимо. Помочь трудоустроиться, если есть сложность, но согласно, безусловно, республиканского законодательства. Да? Также сейчас есть хорошая программа «Местные кадры в промышленность». В прошлом году порядка 3000 человек было трудоустроено в рамках этой программы. И до 2024 года еще 10 тысяч молодых людей, сельских жителей в том числе, будут работать в предприятиях, организациях согласно этой программы. В принципе, условия созданы. Нам необходимо только увеличить контроль за реализацией вот этих мер поддержки молодежи. И нужно вырабатывать новые меры. Я думаю, что этим как раз мы и будем заниматься совместно с другими общественными силами и политическими силами республики. Благодарю вас. Давайте вернемся к теме образования. Как вы думаете, каким образом можно повысить стандарты образования в сельских и, собственно, городских школах тоже? Александр Герасимов, вы начинаете. Доверенное лицо Виктора Губарева. 2 минуты. Начну с того, что в сельской местности у нас, особенно если мы говорим о дальних поселках, в том числе и заречных, северных, в частности, вот приведу один такой пример. Есть школа, где, грубо говоря, обучается меньше, чем 150 человек. И это число стремительно сокращается. И проблема в том, что качество их образования никак не повышается из года в год. Мало того, что сокращается количество учеников, но это связано, скорее всего, с демографическими проблемами. Но дело в том, что вот если мы вот посмотрим на специалистов прошлых лет, хотя бы там 5 лет тому назад, безусловно, они являются по своей сути качественными, но сейчас, если мы посмотрим на село, большинство, вот определенная часть, примерно половина, ну, грубо, вот на этом частном примере говорю, допустим, половина трудоустраивается без образования, половина обучается в университетах, но при этом они дальше ничего не продолжают. То есть заканчивают тот или иной техникум, то или иное высшее учебное заведение, и дальше они, то есть, не работают по специальности. И эта тенденция, она продолжается до сих пор, грубо говоря, до сегодняшнего дня. И что же необходимо сделать? Вот это я озвучил ранее. Вот то, что сказали, вот, про молодежную программу говорили. Вспомним то, что эта молодежная программа, она до 2025 года была принята. И дело в том, что вот несколько лет тому назад, в 2015 и в прошлых годах, эта программа постепенно сворачивалась, то есть активно, то есть и сокращались вливания в ту же самую систему образования, допустим, это связано с социально-экономическими проблемами в нашей стране. Но скажу одно, то что в дальнейшем необходимо решать эту проблему, и эту проблему решать надо немедленно. Спасибо. Любовь Клюкина, доверенное лицо Айсена Николаева. Пожалуйста, что вы думаете об этом? Как повысить стандарты образования в сельских и городских школах республики? 2 минуты.
Ну, безусловно, стандарты образования, они регламентируются федеральным законодательством. Есть такое понятие, как федеральный государственный стандарт, который знают уже даже родители ребятишек, которые ходят в детский сад. На данном этапе наша задача, чтобы республика максимально соответствовала этим стандартам, чтобы работал хорошо региональный компонент. Ну и понятно, что стандарт стандартом, но ФГОС предусматривает вариативную часть, которая зависит от каждого педагога в частности. Поэтому наша задача максимально создать условия для развития каждого педагога, что и повысит стандарты образования. И у нас сейчас есть такие первые положительные ласточки. Например, Гаврил Решетников, он победитель всероссийского конкурса среди учителей истории. Он преподает в Якутской городской национальной гимназии. Например, Иннокентий Малгаров, это директор Калахской школы Алекминского улуса, который стал лучшим учителем конкурса «Учитель года» в России. Таким образом, мы понимаем, что у нас есть педагоги, которые готовы соответствовать мировым стандартам образования. Нужно ли создать условия для других педагогов, для того, чтобы у них были возможности также постоянно развиваться, повышать свой уровень. Ну и, безусловно, повышение стандартов образования невозможно без доукомплектации школ. Опять же, та же цифровизация, про которую я уже сказала. Тот же доступ в интернет. Порядка 15% школ сейчас, к сожалению, имеют отрывочный доступ к интернету. Таким образом, стандарт образования там не полностью реализуется. Вот. Поэтому это первоочередные задачи на ближайшее время. Ну и хочется сказать о том, что Арсений Сергеевич первым указом как раз скажет о стандартах образования в республике. Поэтому ждем. Спасибо. Что ж, уважаемые участники, Любовь Николаевна, Александр Григорьевич, у вас теперь будет по 1 минуте для того, чтобы обратиться к жителям республики в преддверии единого дня голосования. Пожалуйста, Александр Герасимов, доверенное лицо Виктора Губарева, КПРФ. Минута ваша начинается. Дорогие товарищи, призываю вас голосовать за кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации на пост главы Республики Саха-Якутия Виктора Николаевича Губарева. Также хочу объявить то, что 28 августа в 17 часов в культурном центре «Сергелявские огни» пройдет встреча с бывшим кандидатом в президента Российской Федерации Павлом Николаевичем Грудининым. Призываю всех жителей республики прийти и задать вопросы кандидату, бывшему кандидату, и, так сказать, воочию увидеть, поговорить, а также поучаствовать в этом интересном мероприятии. Но в конце еще отмечу то, что необходимо всем нам выбрать тот или иной путь. Но этот путь должен быть выбран именно вами в соответствии с нынешними условиями и, так сказать, Ну вот и все. Вот, все. Доверенное лицо Арсения Сергеевича Николаева, Любовь Клюкина, пожалуйста, теперь ваша минута для того, чтобы обратиться к якутянам. Прошу вас. Уважаемые избиратели, 9 сентября – это, безусловно, рубеж между прошлым и будущим. Я призываю вас голосовать за будущее, голосовать за кандидата от партии «Единая Россия» Арсения Сергеевича Николаева. Арсений Сергеевич – это именно тот лидер, который способен консолидировать все силы республики, общественные и политические. Это именно тот лидер, который имеет прямой диалог с федеральной властью. Это сейчас очень важно. Республика находится сейчас на рубеже, на новом витке развития. И наша задача максимально сплотиться, отойти от улусности, отойти от районности и понять, что только мы все вместе можем республику развивать. Якутия вперед! Я призываю вас голосовать за Арсения Сергеевича Николаева. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас сегодня за участие. Напомню нашим телезрителям, что сегодня в эфире у нас участвовали Александр Герасимов от партии КПРФ за кандидата на должность главы Республики Саха-Якутия Виктора Губарева и Любовь Николаевна Клюкина, доверенное лицо кандидата на должность главы Республики Арсения Сергеевича Николаева.
Что ж, уважаемые зрители и радиослушатели, я ненадолго с вами прощаюсь. Через 25 минут в нашей студии следующие дебаты с участием кандидатов в депутаты Илтумен. До встречи через несколько минут.